Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. Построить ферму, высадить фруктовый сад, начать производство осетинского сыра, осуществить интересные идеи начинающим предпринимателям сегодня может помочь государство. Главное вовремя сориентироваться и не упустить свой шанс. Как получить грант, куда вкладывают чаще всего деньги в нашей республике и как быть конкурентоспособным, поговорим сегодня с гостями в студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Не знаю, наверное, первое, что приходит в голову, сегодня любой человек может быть предпринимателем. Атар, наверное, к вам вопрос адресуюсь. Ну, предпринимателем стать просто, достаточно получить статус предпринимателя, зарегистрироваться в налоговом органе. А вот именно вести бизнес, на мой взгляд, ну, это нужны определенные знания, определенные навыки, безусловно. И вот проснуться, открыть глаза и сказать: все, сегодня я предприниматель, но это вряд ли получится, потому что в любом случае нужна какая-то база. Что-то должно у человека уже быть. И знания, какие-то, может быть, материально-техническая база, какие-то средства, чтобы именно начать собственный бизнес. Вот эти знания, да, где чаще всего берутся? То есть специальное образование, мы же знаем примеры, когда человек, по сути, там, может быть, техникум какой-то закончил, и потом просто начинает свое дело, раскручивается, или это талант? Это талант. Вот это мы называем такая предпринимательская жилка. Но в любом случае, в любом бизнесе какие-то основы предпринимательской деятельности у человека должны быть, какие-то познания элементарно там, по системе налогообложения, там, по отчетности, дабы в будущем избежать какие-то риски для себя, потому что любое дело, а именно предпринимательство, оно направлено на то, чтобы человек зарабатывал. И вот чтобы он это делал правильно и не терял, не нес убытки, и не попадал на различные штрафы, проверки и так далее, я считаю, что в любом случае нужно какие-то основы хотя бы знать. А вот правильно будет, если, не обращаясь к государству, не получая, ну, может быть, не зная о грантах, правильно будет просто взять кредит в банке и начать свое дело, развивать его? Вы знаете, в большинстве случаев так оно и происходит. Грантовая поддержка, насколько я помню, она появилась в 2000-х годах. Не было таких прямых финансовых инструментов, все люди так и начинали. Но тогда кредит было получить гораздо проще, и процентные ставки бывали тоже. Мне сегодня кажется, что да, от того, что люди помнят вот ту историю, они продолжают также и работать. Ну, кредит – это один из инструментов развития бизнеса и, в принципе, и начала. Но начинать бизнес, если ты не продумал рынок сбыта, это достаточно рискованно. Нужно изучить те или иные ниши. Для этого и проводят такие небольшие исследования, так скажем, маркетинговые. А если вы открываете на одной улице там 10 аптек, соответственно, у вас уже конкуренция, и вы мало того, что и себе, и другим попробуйте там что-то другое, поинтереснее посмотреть. Не мешайте тем, кто уже работает, и не снижайте доходности свою. Вот у нас молодые предприниматели. Лаура, скажите, вот вы сразу в себе нашли, увидели навыки предпринимателя? Конечно, почувствовали нет. Их? Изначально я вообще получала образование провизора и вообще не думала, что моя деятельность как-то будет связана с производством нечто национального даже. Вот. А давайте расскажите о своем производстве. Ну, наша история начинается с того, что просто приехали друзья с-за рубежа и хотели приобрести какие-то подарки с собой забрать. И мы прошли несколько магазинов, в общем, все какое-то однотипное, ну, не знаю, как объяснить, все одинаковое. Не было ничего такого, что... Оригинального. Да, оригинального. Имея друзей, просто, которые занимались сферой, они нанесения какие-то делали на футболке, и работая на их оборудовании, у нас появилась идея просто вот реализовать нечто необычное, того, чего нет у других. И наши финансы составляли только вот на закуп каких-то первичного материала, футболок каких-то, что-то. И вот с 5000 мы и начали развивать свой бизнес на чем-то оборудовании. И вот как-то начали
Ну, то есть даже можно, да, без какой-то особой суммы, да, главное Да. с чего-то начать Да. потихонечку, а потом вы обратились, откуда узнали, как узнали о том, Мы что сначала выдается грант? работали просто в течение года самостоятельно на свои какие-то средства. Мы не знали о том, что существуют какие-то гранты, какие-то поддержки малого бизнеса. Через год случайно в Инстаграме наткнулись на страницу, увидели там то, что вот собирают документы на грант, решили тоже податься. Но с первого раза у нас это не получилось, к сожалению. Через полгода попробовали повторно, и Вот все прошло фраза, удачно. фраза «случайно наткнулись на информацию». Как сегодня узнать о том, что выдаются гранты и кто может их получить? Могу ли я пойти сегодня получить в министерстве да, возможность этот грант? Ну, естественно, можете. Но только. Потому что мы их выдаем. В прошлом году, например, мы выдали 115 грантов. Но, как говорил Отар, есть определенные нормы, которые установлены государством, в данном случае федеральным правительством, либо правительством нашей республики, то есть постановление правительства о предоставлении, правила о предоставлении грантов, которые принимаются постановлением правительства, и там прописаны определенные условия, которым человек, предприниматель, желающий получить грант, должен соответствовать. То есть многим кажется, что вот я захотел получить грант, Да. пришел в Министерство сельского хозяйства в данном случае, и мне обязательно этот грант дадут. Нет, что нужно, чтобы были шансы на получение гранта? Ну, шансы на получение гранта, чтобы были, нужно вот соответствовать тем условиям, которые прописаны, допустим, в наших правилах, касающихся наших грантов. Это большие, много этих условий? Да, или вот- Да, у нас, я перечислю, мы даем гранты начинающим фермерам, мы даем гранты семейным фермам, мы с прошлого года, когда начали действовать национальные проекты, даем гранты агростартап. То есть это предпочтение, да, только вот таким сферам? Да. Мы в прошлом году выдавали гранты на развитие рыбоводства, и в прошлом же году по поручению главы республики мы выдавали гранты на развитие овощеводства закрытого грунта, то есть на теплицы. Вот столько видов. Если под каждый вид грантов свой документ правительством принят, свое постановление, свои правила, но многие условия, конечно, перекликаются. Если мы возьмем агростартапы и начинающие фермеры, то это гранты очень близкие по содержанию, и документ тоже близкий по содержанию. И нужно соответствовать определенным условиям. Человек должен обязательно, например, проживать в сельской местности. Потому что это сельское хозяйство. А вот Министерство экономики может выдать грант не проживающим в сельской местности. поняла. Да? Минсельхоз выдает гранты только тем, которые проживают в сельской местности. Это первое условие. Ну, условия разнятся. Если мы возьмем, допустим, агростартап гранты, то здесь не обязательно иметь хозяйство, зарегистрированное в налоговой инспекции. То есть любой гражданин, проживающий в сельской местности, может подать свои документы в конкурсную комиссию Минсельхоза. И после того, как он станет победителем, скажем, комиссия примет решение, после этого, если у него не зарегистрировано хозяйство, он в течение 15 рабочих дней должен направиться в налоговую инспекцию, зарегистрировать свое хозяйство, то есть ИП глава КФХ, допустим, Кусраев, и после этого мы этот грант ему предоставим. Вот после того, как он прошел конкурсные процедуры. Вот. А если мы возьмем начинающих фермеров, то там обязательно, придя к нам для получения гранта, уже нужно иметь зарегистрированное хозяйство, которому должно быть не более 2 лет. Если мы возьмем гранты по семейным фермам, то там тоже должно быть обязательно Зарегистрированное хозяйство. в это налоговой что? инспекции, я имею в виду, оформлено как юридическое или физическое лицо. Если возьмем семейные фермы, то там тоже должно быть хозяйство зарегистрировано, и этому хозяйству должно быть уже более 2 лет. А то есть совсем с нуля 2 нельзя лет. прийти? Вот совсем с нуля это агростартап. Агростартап. Да, личное подсобное хозяйство. Допустим, я живу в селе, у меня есть приусадебный участок, дом. Я захотел теплицу на территории этого приусадебного участка поставить. У меня нет организации налоговой зарегистрированной. Я собираю документы,
которые в соответствии с правилами требуются, сдаю их в конкурсную комиссию Минсельхоза. Если комиссия выносит решение, комиссия выезжает на место, смотрит Оценивает условия, еще. оценивает, выставляет баллы. Если выносит решение о том, что признать Кусраева победителем, вот тогда я иду в налоговую и регистрирую ИП глава КФХ Кусраев, приношу этот документ в Минсельхоз, в эту выписку из реестра, и мне тогда перечисляют средства гранта. Если меня признали победителем, но не зарегистрируюсь в органах налоговой инспекции, то мне грант, естественно, не дадут. Ну вот теплица, да, установлена, что-то случилось, не знаю, погодные явления, град, может он ее разрушить или нет, ну вот разрушилась. Как защитить себя? Да, вот есть какая-то защита, это же риск тоже. Ну, сельское хозяйство вообще отрасль, которая очень сильно Рискованно. связана с рисками природного характера. И, значит, ну, на сегодняшний день что государство придумало? Это страхование. То есть ты с То самого есть начала ты- должен еще и ты- застраховаться? Нет, это не обязательно. Не обязательно. Этим условием не является для получения гранта. Но если человек переживает за стихийные бедствия, которые могут случиться, и для того, чтобы свое имущество уберечь, он отправляется в страховую компанию, страхует свое имущество. И, кстати говоря, мы предоставляем сельхозтоваропроизводителям также субсидии на страхование. Половину суммы субсидий государство субсидирует. Слушайте, Не субсидий, а страховых взносов, страховой премии, которую он будет выплачивать, государство субсидирует. ну, условия хорошие. В принципе, мне кажется, что если серьезно заниматься, все можно сделать. Вот сегодня количество предпринимателей, оно увеличивается или уменьшается? Увеличивается. Увеличивается. За счет кого? За счет создания новых небольших Вот самозанятые появились тоже. Плюс самозанятые, но нужно понимать, что самозанятый – это статус физического лица, которому уже нет необходимости регистрироваться в качестве предпринимателя и юридического лица и заниматься приносящей доход деятельностью абсолютно легально. Это как бы добровольное решение, к нему никто не принуждает. Человек может как работал в тени, так и продолжать работать и не претендовать, не иметь возможность претендовать на какую-то государственную поддержку, льготные займы, кредиты и так далее. Либо встать на учет как самозанятый с минимальными для него расходами, так скажем, 4,6% ставка налога составляет. Вот, использовать те инструменты на уровне с предпринимателями. Я вот еще хотел бы подчеркнуть, что когда мы познакомились, обратились к нам ребята, они тогда, как и многие, работали, так скажем, в серой зоне, да, то есть у них они не были зарегистрированы как предприниматели, и первый шаг они когда сделали, да, они стали на учет как ИП, да, действительно с первого раза не получилось, потому что именно вот те регламенты, которые есть, а у нас мы постарались минимизировать тот перечень документов, который нужно предоставить, да, поскольку эта мера поддержки республиканская и реализуется за счет только республиканского бюджета по поручению руководства республики. В 2014 году была аналогичная федеральная мера, но когда ты получаешь федеральную субсидию, ты привязан к определенным требованиям, здесь ты их можешь на уровне региона уже упрощать, если это программа региональная. Вот сейчас у нас минимальный комплект документов, минимальные требования, и если человек... Вообще-то у нас так просто, да? Это нужно скачать приложение. Стать на учет самозанятым? Да. Это очень просто. Вы скачиваете приложение, там буквально через 5 минут вам приходит уведомление, да, когда вы подаете документы, все, в принципе, можете работать, дальше выбираете отрасль. А вот здесь, знаете, что интересно? Как фиксируется? Здесь же нет бухгалтера, да? Нет. Ты не выдаешь никакой чек. Нет декларации. Кассы нет. Чек как раз таки выдается. Кассы нет. Кассы нет. Нет необходимости покупать онлайн-кассу, но при этом предприниматель Каким образом? самозанятый. Он прямо в этом приложении
Привязывает свою карту? Не привязывает карту, впечатывает, и карту привязывает, но впечатывает чек и выдает его мне как покупателю, потому что если вы мне оказали какие-то услуги или я у вас что-то купил, мне необходимо подтверждение этого, вы мне там выдаете соответствующий документ и прямо в приложении его загружаете и отправляете на электронную почту там, или на WhatsApp. Мы сейчас в эпоху современных технологий очень много. Тем не менее, знаете, иногда онлайн. хочется вот такие мастер-классы тоже послушать и быть... Кстати, у вас была практика со студентами и школьниками, да? Она у нас есть. Она да, продолжается? Да, вот вы задали в самом начале вопрос, как узнать про меры поддержки. Вот честное слово, вся информация про меры поддержки только, наверное, не висит у меня дома на стене. Мы максимально стараемся информировать, мы проводим выездные совещания в районы республики. Более того, мы в этом году открыли в каждом районе при администрациях представительство центра «Мой бизнес». То есть наш сотрудник там размещается, который консультирует по всем формам поддержки. Регулярно в СМИ выступаем мы, мои коллеги, печатается продукция в газетах, Инстаграм. У нас у Министерства экономического развития, от Центра поддержки предпринимательства достаточно такой живой, так скажем, аккаунт. Мы реагируем на все обращения, там, публикуем всю информацию. Неважно, касается ли она чисто деятельности Минэка, но и в целом по предпринимательству, и про льготные кредиты, и про программу Министерства сельского хозяйства, Комитета занятости. Мы стараемся максимально работать с аудиторией. И сегодня вот только за первое полугодие в Центр «Мой бизнес» там более 5000 обращений было. Спасибо. Вот вы говорите, что вы реагируете, да, на все обращения. Я предлагаю одно видео посмотреть. Распространяется сегодня в соцсетях. Давайте посмотрим, потом продолжим беседу. Добрый день, уважаемый Вячеслав Зимиханович. Мы знаем, как вы искренне пытаетесь поддерживать предпринимателей. С 2018 года мы занимаемся производством и продажей пончиков. Это наше место, и с этого момента мы прилагаем все усилия для того, чтобы получить разрешение. Вот наше заявление, здесь все документы. Но этого разрешения до сих пор у нас нет. Сейчас нас отключили от питания и должны вот сейчас убрать это место. Вот наша сотрудница и 8 человек сейчас под угрозой потери своей работы. Это после того, как мы пережили ужасный кризис в карантине, сумели сохранить все свои рабочие места. Мы знаем, что именно вы нам можете помочь, поэтому обращаемся к вам. Очень эмоциональное такое видео, знаете, глядя на это видео, да, прям жалко ребят, читаешь еще и комментарии эти, как можно не поддержать молодежь, что на самом деле происходит? Блин, да, вот этот... То есть у ребят было разрешение? Я вот не знаю, было разрешение у ребят или нет, точка знакомая, кто не проходил мимо нее на проспекте гуляя, но вот я сам видел сегодня это обращение и сразу же перенаправил его уполномоченному по защите прав предпринимательства Тимуру Медоеву. Насколько вот меня проинформировали, буквально перед эфиром с ребятами общались, там есть проблемы именно связанные с правовыми основаниями. Ребята им отказывают не потому, что не хотят, да, а потому что нужно привести там документы в соответствие. Да. И здесь я обычно на стороне бизнеса, но сегодня хотелось бы сказать и донести информацию, что получение любого участка, да, там, оно проходит на конкурсной основе. Если там с 2018 года ребята стоят там без каких-либо документов и имеют на руках там предписание, да, что вам нужно... Подождите, а как они стоят без какого-либо... То есть любой человек может поставить туда свою машину, аппарат и продавать, что ему... Вот, да? вот я так понимаю, что сейчас ситуация с вот данными ситуация. ребятами именно такая, да, что они уже там какое-то определенное время стоят без разрешительных документов, и тут можно и поспорить, почему именно он, почему, допустим, не кто-то другой на это место встал. Ну, конечно... Но они не обращались за помощью? Не могу сказать, потому что не помню. То есть потому что, ну, прежде чем выставить видео, да, и так вот эмоционально высказаться, наверняка человек должен был куда-то обратиться, ему отказали. То есть
больше всего меня удивляют еще и паблики, которые это распространяют, не разобравшись в ситуации, просто К выкинуть. сожалению, сейчас такой тренд, что можно вот записать Заработать видео. лайки. Да, ну, я не думаю, что тут ребята хотели Я не заработать про ребят, я лайки. про Да. Ну, в паблики. целом, да, Мгм. как это сейчас по-модному называется, хайпануть и так далее. На мой взгляд, всякие публичные выступления, они должны быть только в том случае, если за тобой правда. И у тебя все действительно хорошо, и тебе вот отказывают именно из-за какой-то чиновничьей, там, скажем, некомпетентности или еще чего-то. Но в данной ситуации, насколько мне стало известно, разобрались с ребятами, пообщались, да, там действительно была проблема с документами. Я повторюсь, что любое предоставление участка и законное его оформление, оно проходит в соответствии с аукционом. И его нужно там выиграть. И нельзя кого-то не допустить к этому аукциону, а кого-то допустить. Я же говорю, там на этом месте может любой предприниматель, молодой, неважно, молодой, доступ должен быть у всех равный. Если человек действительно там выиграл конкурс, и ему не разрешают стоять, это одно дело. А когда человек без разрешительных документов захотел там поставить место, и вот стоит и жалуется, ну, не совсем корректно и правильно. Спасибо большое. Напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать свой вопрос. Акшар, давайте к вам перейдем. Вы тоже выиграли грант. Расскажите свою историю. Да, мы Как все это родилось? Мы выигрывали гранты. Родилось это все с какой-то такой личной инициативы. Мы записываем аудиокниги на астинском языке и публикуем их в специально разработанном мобильном приложении, которое называется «Ирон Чинек». Записываем мы с артистами Астинского, Дегорского театров, записываем аудиокниги на астинском языке и публикуем их в общий доступ в бесплатном приложении, которое каждый может скачать в Play Market, в App Store. Да. А вот, ну, смотрите, вы предприниматель. Ага, да. Самый первый, это, да, у нас не предпринимательское, не коммерческое у нас направление. И вот самый первый грант, самую первую поддержку, которую мы получили от государства, это была от Министерства экономического развития Северной Осетии. Это такой старт нам, дало старт нашему проекту, позволило развить его на начальном этапе. И дальше уже мы стали прилагать усилия и получали грантовую поддержку на федеральном уровне. Это и форум Машук, это и гранты от Росмолодежи, Федерального агентства по делам молодежи, которые выдаются физическим лицам. Не надо быть зарегистрированным как юрлицо, как предприниматель, как ООО. Достаточно человеку самому подать заявку. И вот сейчас буквально мы также выиграли в заочном конкурсе Росмолодежи и приступаем к реализации проекта «Мобильная дорога к чтению». Это такой этап нашего... Мобильная дорога к чтению. Угу. Это вот такой этап нашего глобального проекта «Ирон Чинек», который направлен на запись аудиокниг для молодежи, для студенческой молодежи, для более взрослого населения. Для их культурного развития. Да. Но вот вы говорите, что это не коммерческий проект. Что вы получаете с этого? То есть вы зарабатываете на нем? Нет, мы на нем не зарабатываем. Это такое желание, что ли, внести вклад в развитие культуры, в сохранение астинского языка. И хочется отметить, что артисты театров, они нас, проект всегда в этом поддерживают и зачастую безвозмездно принимают участие, записываем мы аудиокниги, записываем их в профессиональных условиях, студийных. Аудиокниги высокого качества делаются. И само приложение мы также развиваем, чтобы им было удобно пользоваться. Вот я сказал о таком этапе проекта, как «Мобильная дорога к чтению». Также нами реализовывались дважды проекты
«Аудиопутешествие в мир сказок», такой подпроект. Это проект, который был направлен на запись аудиокниг для детей дошкольного возраста. Мы записывали сказки, колыбельные песни и стихотворения детские, и также их публиковали в приложении, и дети детсадовского возраста, уже их слушая, готовили инсценировки. Это помогало им выучить стихотворение, ориентируясь на интонации, на дикции актеров, что помогает им быстрее выучить, красивее рассказывать это стихотворение. И вот внедрили его по всей республике. Ну, вот это очень хорошее, конечно, дело, но возможно ли как-то перейти на коммерческую такую, вот в коммерческом направлении это развивать? Платное приложение, например. Да, сейчас же бесплатное. Да, оно бесплатное. Мы на данном этапе пока, ну и, наверное, и в будущем, пока отказываемся от рекламы в приложении, чтобы не портило восприятие самого Реклама может контента. испортить? Я думаю, да. Ну, смотря реклама чего. Всех Реклама раздражает. чего? Вообще реклама, двигатель. Реклама всех Астинских приложений пирогов точно не раздражает. Да. Вот. В дальнейшем, как будет развиваться проект, будет видно, но в ближайшей, в обозримой перспективе приложение будет бесплатным, общедоступным. Вот такие у нас планы. Спасибо большое, Лаура. Вы с какими трудностями вот сегодня какие-то трудности бывают в вашем бизнесе? Сегодня мы столкнулись с самой большой трудностью. Это, наверное, пандемия. С ней, наверное, столкнулись все те, кто занимается хоть каким-нибудь бизнесом. Но на данном этапе мы как-то своими средствами пытаемся покупать новое оборудование, развиваться в дальнейшем. То есть благодаря гранту у нас была приобретена современная швейная машинка, которая может, компьютеризированная, которая может вышивать то, что человек сам пожелает. Главное, чтобы это просто перевели этот формат для нее, и дальше она все сделает сама, без участия человека, так сказать. Следующим этапом у нас было приобретение оборудования, то есть чтобы мы могли также беспрепятственно, без участия человека практически печатать любое изображение на футболку. Также мы его приобрели своими силами, откладывая средства заработка. Мы его приобрели, и в дальнейшем хочется, конечно, дальше развиваться, чтобы у нас были какие-то мелкие сувениры. То есть... Вот сегодня маечка на вас, это да, это ваша наша работа, да. Очень красиво. Да. Спасибо большое. Мы стараемся, в общем. Сувениры? Дальше хотим развиваться как-то, чтобы у нас были какие-то мелкие сувениры. Сейчас у нас футболки, костюмы, в основном повседневная какая-то одежда, но в дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы человек, приезжая из других городов, зашел к нам и мог приобрести все, что он хочет. Кстати, Но вот здесь нужна реклама. Да. Вот здесь, по-моему, без рекламы никуда. Хотя, мне кажется, и вам тоже нужна реклама. Давайте сейчас мы уйдем на ту самую рекламу, потом вернемся. Говорят, что встречают по одежке. Да, ведь одежда – это одна из форм выражения твоего внутреннего мира. Национальная одежда от одного из самых известных брендов Лиза Габарати более 10 лет создает уникальную по качеству и дизайнерскому решению одежду. Премиального качества мужские и женские рубашки в национальном стиле, костюмы и аксессуары от Лизы Габарати всегда подчеркнут ваш статус и прекрасный вкус. Звоните и заказывайте по номеру 921 922 одежду премиум-класса от Лизы Габарати. Лиза Габарати – одежда, выражающая национальный дух. Внимание! В строймаркете «Марио» открылась ярмарка строительных материалов. Теперь все, что вам нужно для ремонта, со скидками до 90% представлено в одном отделе. Обои от 50 рублей, ламинат от 50 рублей, текстиль от 170 рублей, двери от 1500 рублей, керамическая плитка и сантехника по очень низким ценам. Торопитесь, количество товара ограничено. «Марио» – территория низких цен. Лето
Прекрасная пора для того, чтобы сделать ремонт или освежить интерьер. И дизайн-маркет вам с удовольствием в этом поможет. У нас вы можете приобрести по доступным ценам облицовочный кирпич, керамогранит, плитку, ламинат, паркет, инженерную доску, массив из дерева, лепнину, обои, дизайнерские радиаторы, декоративную штукатурку и краску, 3D-панели и многое другое. Дизайн-маркет. Вырази свою индивидуальность. Улица Первомайская, 28, 2-3 этаж. Компания «Профклимат» — это профессиональное проектирование и монтаж систем вентиляции и кондиционирования, мобильные и канальные кондиционеры, вентиляторы, сплит-системы, подбор оборудования по действующему проекту. Звоните 8 989 745 95 40. Пироги Нартов предлагают вам сказочно вкусные пироги. У нас действует бесплатная доставка от 3 пирогов. Ждем вас на Астана Кисаева, 42. Телефон 91 93 91. Это «Вечерняя смена». Говорим о том, как получить грант. Ну вот, коль мы заговорили, сейчас Лаура тоже говорила, что столкнулась с проблемой пандемии. Наверняка очень многие предприниматели, да мы и в этой студии об этом говорили, что были проблемы. Обращались ли к вам, Алан Черменович, да, вот с этой проблемой? И как выходили из этой ситуации? Ну, естественно, сельское хозяйство пандемия также затронула, как все общество. Но в тех документах, которые принимались и на федеральном уровне, и на уровне республики, агропромышленный комплекс, он как бы был в приоритете. И меры, которые жесткие, допустим, распространялись на некоторые сферы и отрасли экономики, здесь на агропромышленный комплекс они распространялись в меньшей степени. И ограничительные меры. На федеральном уровне в Министерстве сельского хозяйства России был создан штаб. Такой же штаб был создан и у нас. И, значит, помощь... Мониторили, да? Мониторили обязательно. До сих пор этот штаб работает. Он в течение каждых 2 недели... Вот буквально вчера было в режиме ВКС проводился этот штаб министром сельского хозяйства России. Я в нем принимал участие. То есть мониторится ситуация и по пандемии, по состоянию, и по продукции сельскохозяйственной, каковы запасы. Мониторится ситуация по ценам закупочным на сельскохозяйственную продукцию, по запасам зерна, муки, мяса и так далее. То есть эта ситуация мониторится, мы все время эти данные направляем в Минсельхоз России. Потом возникали, конечно, проблемы, когда началась пандемия. Некоторые субъекты, значит, передвижение между субъектами было частично ограничено, и это как раз была весна, начались весенние полевые работы, и возникали проблемы по, допустим, наши товаропроизводители в Краснодарском крае закупали, допустим, семена, удобрения, средства защиты растений, и на границе могли возникнуть проблемы, и в первую неделю такие проблемы возникали. Но потом на уровне федерального министерства эти вопросы были сняты, были даны телефоны горячей линии, вплоть до заместителей министров федерального, разбирались с этими вопросами, если нужно было, для того, чтобы никаких препятствий по перемещению вот этих товаров, которые нужны для проведения весенних полевых работ, либо же, если кто-то перевозил продукцию, они снимались, эти проблемы. И это вот до сегодняшнего дня это все действует. И наше министерство, и министр наш сельского хозяйства также принимал участие в этих вопросах и очень часто решал эти вопросы, когда, допустим, из Краснодара, Ставропольского края или откуда-то из центральной полосы России не могли переместиться через какую-то границу, какие-то были препятствия, то эти вопросы... Все адресно решалось. Все адресно, быстро, да, и оперативно решалось. То, что касается работы самих предприятий агропромышленного комплекса, то такие хозяйства вот, крупные, которые занимаются в первую очередь в животноводстве, да, там, скажем, наше крупнейшее предприятие
холдинг «Березка», «Мастер Прайм Березка», или СПК «Дегуста», или «Фотагра», крупные хозяйства, занимающиеся, например, «Мастер Прайм Березка», да, тут и производство молока, и переработка молока. То, естественно, на самом предприятии была очень серьезно организована вот эта работа, все санитарные нормы соблюдались, они и до сих пор соблюдаются. Мы выезжали как бы по поручению Минсельхоза России, посещали хозяйства, смотрели, проверяли эту ситуацию, помогали там, где могли в чем-то помочь хозяйствам. И, в общем-то, и в целом отрасль относительно спокойно прошла этот период. Ну, здесь еще есть свои нюансы. Допустим, те, которые занимаются растениеводством, люди в поле работают, да, не в закрытых помещениях. На воздухе, да, это было здесь, разрешено. Здесь гораздо проще, нежели, допустим, это какое-то предприятие, если люди находятся в закрытом помещении, в каком-то замкнутом. В общем-то, дай-то Бог, чтобы вот как мы прошли этот период, так и если, не дай Бог, что-то в дальнейшем, во-первых, не повторилось, но так, чтобы мы следующий этап тоже так прошли. Дай Бог. Спасибо большое. Знаете, вот каждый раз ловлю себя на мысли, что очень хочется каких-то магазинов, не знаю, может быть, сейчас я идею предлагаю, магазины, где будут только наши продукты представлены, да, только то, что выращивается в Осетии. Вообще, вы поправьте, есть у нас такие магазины? Ну, вот такие магазины, например, где продается только продукция осетинская. Вот у нашего агрохолдинга «Мастер Прайм Березка» есть свои магазины, в которые продается именно продукция, которая производится. То есть все, да, и помидоры, огурцы, хлеб, ну, все. В данном случае разговор идет о продукции животноводства, да? Я говорю о том, что да, вот чтобы был магазин, чтобы все продукции, которые производятся в Осетии, они были в одном магазине. Но это... Мы сейчас можем кого-то прорекламировать. Но есть у нас, да? Есть такие магазины? Есть такие магазины, да, которые и сами выращивают, продают. В принципе, это больше, наверное, даже прерогатива там, рынков, да, и ярмарок, нежели вот... Я в сельском хозяйстве не так хорошо разбираюсь, как Иван Черменович, но я понимаю, что мы можем там обеспечить внутри региона, да, там своей продукции, не завозя там из соседних регионов. Да, мне кажется, это возможно. Но, опять же, у нас рыночная экономика, конкуренция и так далее, которая играет свою роль и для предпринимателей в том числе. Тут нужно уже выбирать между тем, хочешь ты качественный продукт, который там выращен у нас в горах, да, там, или произведен на наших предприятиях и стоит дешевле, чем средний чек там в супермаркетах, либо ты покупаешь, как и все. Ну, мы не можем там ограничить кого-то доступ к ассортименту других, но в любом случае наши предприниматели, они представлены практически во всех там сетях, да, там региональных. Я про региональные сети говорю, потому что выходить в крупные федеральные не все готовы. И есть много нюансов как со стороны этих же сетей, так и требований, которые они предъявляют. Не все бизнесмены сейчас готовы и по объемам, там, и по конкурентоспособной цене, да, там, конкурировать с другими. Но планомерная работа ведется в этом направлении. Не просто с федеральными сетями, но мы с ними работаем. Мы как бы их принуждаем к тому, что каждое там обращение выходит на решение, выходит на уровень руководства. То есть вот такими приходится методами, конечно. Спасибо, но все-таки о магазинах, я не знаю, может быть, если можно дополнить, я скажу, то, что касается сельскохозяйственной продукции. Если отвлечься от магазинов, то, например, в прошлом году, особенно вторая половина 2019 года, практически в еженедельном режиме министерством проводили сельскохозяйственные ярмарки. Ярмарки. Да, на которых продают еженедельно, каждую субботу и воскресенье. Значит, в районе нашего рынка Викалина, не на Викалине, а за Викалиной,
мы проводили ярмарки, куда, естественно, привозилась продукция наших товаропроизводителей. Но в то же время я вот полностью с Отаром согласен, для того, чтобы наши товаропроизводители вышли в сети, в торговые, это очень сложно. Во-первых, нужны объемы. У нас их нет таких. Большие объемы производства, да. Потому что сети не работают с предприятиями, которые производят не очень большие. Они ж там определенные правила игры. Но вот наши магазины, это, естественно, не федеральные сети. Если мы посмотрим наши супермаркеты Стейтон, Забаву и так далее, то наша продукция местного производства, молочная, допустим, та же самая «Березка», молоко Осетии, они представлены в этих сетях. Там есть все молочные продукты, производимые и одним, и вторым этим предприятием, и сливочное масло и так далее. Я, например, предпочитаю покупать, когда захожу, я покупаю только наши продукты. То же самое, да. Да, какие бы красивые этикетки не были на той продукции, которая завозится из-за пределов республики, я все равно предпочитаю нашу. Как ты доверяешь больше? Я, например, знаю, что, может быть, как Отар сказал, это сейчас будет реклама для кого-то, но я знаю, что продукция Вы знаете, нашу «Березки», продукцию, она мне кажется, естественная. да, нашу продукцию можно рекламировать. Мне кажется, это вот, а почему бы Вот нет? на наращивание объемов производства, допустим, вот если мы возьмем Мастер Прайм Березку, агрохолдинг, да, то они планируют к реализации инвестиционный проект, очень крупный и серьезный, в объем инвестиций в районе 4 миллиардов рублей. Вот когда этот проект будет реализован, то, естественно, поголовье коров 1200 голов, значит, там и объемы молока будут соответствующие, там и будет новый молочно-перерабатывающий завод. И вот тогда с такими объемами производства уже можно, места. Это естественно, новые, тогда можно выходить, мы же о сетях говорим, о торговле, тогда уже, естественно, можно, наверное, и в федеральные сети выходить. Спасибо большое. Азамат Гаглоев, он получил в свое время тоже грант, очень хорошо воспользовался им, сегодня успешно развивает свое дело. Внимание на экран, у нас есть тоже интервью с Азаматом. Лучше всего ответить на этот вопрос те проекты, которые получили свою жизнь благодаря грантовой поддержке. Один из таких примеров — это наш учебный центр, который еще в далеком 2012 году получил свой грант на форуме Машук в размере 200 тысяч рублей. И сегодня только один зарплатный фонд нашей организации спустя 8 лет кратно больше, ежемесячный зарплатный фонд кратно больше того гранта, который мы получили. Налоговые отчисления ежегодно уже перекрывают значительно тот грант, который когда-то государство дало нам на начало деятельности. Я могу сказать за себя то, что у меня в силу различных обстоятельств семейных, у меня бы не было возможности бы так начать ничего, если бы не поддержка гранта. Я считаю, что, конечно, грантовые средства начинающим молодым предпринимателям — это очень серьезная и нужная поддержка. Если у молодого человека нет средств начала проекта, то вот первая помощь государства, фондов различных, она является жизнеопределяющей для многих проектов. И таких проектов в Осетии немало. В Осетии осуществляются такие проекты, которые начали свою деятельность с нуля, и вот при помощи грантов их достаточно много. Это и детские сады, это и школы, это и какие-то кофейни небольшие, студенческие столовые, и много можно проектов перечислить. А что это? Это сегодня рабочие места, это сегодня налоговые отчисления во все фонды налоговые. Так что я считаю, что это очень хорошее начало для очень многих молодых начинающих предпринимателей. Я прокомментирую. Азамат ответил на вопрос, может ли государственная поддержка стать хорошим началом нового дела. Вот, Отар, прокомментируйте. Вот здесь у Азамата все-таки талант или знание? Азамат лично для меня хороший, достойный пример именно молодого человека, который захотел стать в свое время предпринимателем. Мы познакомились в далеком 2011 или в 2012 году, я помню, тогда только начинал работать, он обратился со своим проектом, его тогда поддержали, он даже
участвовал в конкурсе «Молодой предприниматель России», стал полуфиналистом. Я помню его настырность, вот как он, с каким энтузиазмом он подходил к делу. И вот молодец, сейчас достаточно серьезно развил свое предприятие, имеет огромное количество потенциальных клиентов, штат работников, стал известен за пределами республики, является представителем фонда Бортника в Северной Осетии. Это некоммерческое такое направление, которое поддерживает стартапы в области инноваций. Вот, и там тоже выделяются определенные гранты на развитие именно инновационного направления. Азамат правильно подчеркнул про государственную поддержку, потому что всегда, когда вот мы говорим государственная поддержка, какой-то стереотип у человека, что это деньги. Да, там деньги безвозмездные, дармовые и так далее. Нет, это абсолютно не так. Система господдержки, она работает чуть по-другому. Очень много различных услуг косвенных, которые оказываются бизнесу. Это и консультации, да, там на первом этапе, это и услуги различные, бухгалтерские, юридические, это и обучение, да, абсолютно бесплатное. Сейчас это все сконцентрировано для удобства и сосредоточено в одном месте, центр «Мой бизнес», где любой там человек заинтересованный может на сайт зайти, либо позвонить, либо прийти и узнать вообще, как и где он может, государство может ему быть полезным. Да. И если брать пошагово, как вообще работает эта система идеально, то это, конечно, первоочередное вообще знакомство, что такое с предпринимательством. Это там небольшие там тренинги, обучение. Потом это грантовая поддержка. Дальше это микрофинансовая поддержка. Это уже возвратные деньги для предпринимателя, который начал работать и уже готов там оборачивать средства, там, возвращать. Дальше уже крупные коммерческие кредиты под льготные процентные ставки и уже масштабный инвестпроект. Если вот выстроить работу этой системы именно вот в таком русле, а не так вот ты часть оторвал, все, дальше ты, то бизнес можно развивать с различными инструментами государственными. Прекрасно. Вот. Причем они есть не только на уровне республики, есть и федеральные, которые, допустим, не привязаны к региону. И заявки можно отправлять напрямую. Тот же вот проект Росмолодежи, да, там, тот же вот фонд Бортника, тот же венчурные фонды, различные фонды развития промышленности. На самом деле институтов, инструментов достаточно много, но как и везде, нужно соблюдать определенные условия. Да, их нужно выдержать, подготовить документы там грамотно. За тебя 90% работы делать не будут. Конечно, да, нужно тут, работать, да. обязательно работать. Наш корреспондент вышел на улицу, спросил наше население о том, реально ли сегодня получить грант. Давайте послушаем, что ответил. Грант – это очень важная вещь для развития идей молодежи в любой сфере, не только медицины. Это вот как у нас, ну и других. Нет, не знакомо. Гранты очень нужны молодежи, так как они будут стремиться получать хорошие оценки. В общем, неплохой стимул. Ежегодно проводятся различные конкурсы, различные мероприятия, на которых выделяют студентам гранты за определенные достижения, допустим, или за победу в определенных конкурсах, которые потом в дальнейшем, естественно, дают им больше возможностей в будущем для поступления или же для каких-то еще целей. Нет. Нет. Да. Ну, слышали, но я не знаю, что это. Они нужны, чтобы выделяют денежные суммы различным студентам для поддержания их идей и их проектов. Например, если ты принимаешь участие в чем-либо и получаешь, это какой-то приз за твое участие. Гранты выделяются студентам, например, нашей академии, успевающим студентам, у которых есть какие-то идеи. Например, вот с нашего института девочки давали грант за то, что она предложила, такую вот идею по выезду в села, машина, специальная бригада, которая смотрела стариков, осматривала их, ставила им диагнозы, предлагала лечение определенное. Что такое грант, и понимают, что это все возможно. Вот на какие гранты, субсидии государства в 2020 году мы еще можем рассчитывать? То, что касается нас, Министерства сельского хозяйства, то мы гранты по начинающим фермерам уже
в этом году раздали. И по семейным фермам тоже частично. То есть 36 грантов мы уже выдали. Начинающие фермеры это 666 миллионов, 66,6 миллиона. Из 60 миллионов по семейным фермам половину суммы тоже уже отдали. В настоящее время, вот буквально вчера был закончен прием документов по грантам «Агростартап», и был также еще оставшаяся сумма по семейным фермам, она тоже, на эту сумму тоже принимались документы. И в течение вот августа месяца, до конца месяца, должно состояться заседание конкурсной комиссии. Да, я думаю, что в сентябре месяце мы эти средства уже доведем. И также мы сейчас продолжаем прием документов по грантам по развитию потребкоопераций. То есть сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут представить свои документы в случае, если они, допустим, хотят приобрести оборудование перерабатывающее, да, допустим, занимаются производством молока, молоко хотят перерабатывать, кооператив из нескольких хозяйств. Если они приобретают, готовы реализовать этот проект, бизнес-проект, они готовят свои документы, готовят бизнес-план, сдают это все нам, и министерство, и конкурсная комиссия тоже, значит, рассматривает это. Вот в данное время прием документов вот по этому виду грантов продолжается. Спасибо. Спасибо. Атар, да, добавьте. Ну, у нас не такой широкий спектр, как профильного Министерства сельского хозяйства. У нас тоже во втором полугодии планируется продолжить грантовую поддержку начинающих предпринимателей. Мы сейчас вносим изменения в нормативные документы, чтобы расширить эту возможность и для самозанятых, и включаем вот эту категорию людей, чтобы они тоже могли возможность претендовать на эту форму поддержки. Помимо грантов, у нас сегодня достаточно эффективный механизм возвратных средств. Это Республиканский фонд микрофинансирования. Мы его достаточно серьезно докапитализировали в этом году, порядка 190 миллионов получили. Да, это льготные возвратные займы до 3 миллионов рублей. Максимальная ставка у нас 4,25, минимальная 0. Но 0 это для пострадавших отраслей, мы выдаем беспроцентный займ. Спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Пусть Осетия процветает. Вам удачи в работе, удачи в вашем бизнесе. Спасибо. Пусть приносит и доход тоже. Мы благодарим и наших зрителей за внимание. Хороших выходных. Встретимся на новой неделе. До встречи.